На протяжении конкурса участникам оказывали поддержку психологи и 25 тьюторов педагогов дополнительного образования детского подросткового центра. Всем организаторам говорим спасибо! Дорогие друзья, давайте вспомним интересные моменты нашего конкурса. Внимание на экран!
Все участники, безусловно, молодцы. Вы двигаетесь в пространстве профессий через профессиональные пробы в нужном направлении. Слово для приветствия предоставляется заместителю начальника управления образования городского округа город Якутск Егору Афанасьевичу Охлопкову. Добрый день, уважаемые ребята, коллеги, педагоги, родители. Сегодня мы присутствуем на столь замечательном событии, закрытии столь большого, масштабного, грандиозного мероприятия «Выбор проф. Якутск». Как вы все знаете, этот проект детского подросткового центра уже существует 2015 года. За эти годы через «Выбор проф», то есть прошли профессиональные пробы тысячи детей, школьников городского округа город Якутск, и мы надеемся, что за эти годы, за 5 лет, многие, именно участвуя в этом конкурсе, в этом проекте, выбрали свою дальнейшую профессию. И надеемся, что те, кто уже закончил школу, кто только начинал в 2015 году, сегодня обучаются именно по тем профессиям, по которым они впервые, пробовали себя в данном проекте. Сегодня за плечами проекта большие дела. Сегодня в проекте участвуют многие наши головные вузы, наши учебные заведения. Это студенты, это профессора, доценты, мастера, которые сегодня работают с нашими детьми и делятся своим опытом, обучают, наставляют. И мы надеемся, что вы, ребята, участвуя в конкурсе, проходя профессиональные пробы, правильно выберете свое будущее. Потому что за вами будущее, за вами вам творить, делать нашу республику красивее, город красивее и страну. Желаю всем успехов. Спасибо. Благодарим вас, уважаемый Егор Афанасьевич. Слово предоставляется соорганизатором нашего конкурса, специалисту факультета довузовского образования и профориентации Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Ирине Васильевне Ивановой. Добрый день, дорогие участники конкурса, уже пятого конкурса. Да? Добрый день, дорогие родители и коллеги. Вот хочется выразить слова благодарности детскому подростковому центру в лице директора Натальи Николаевны, да, за такой кропотливый, неустанный труд на благо наших детей. Это ведь очень важно в школьные годы уже определиться, если не с профессией, то хотя бы с направлением вида деятельности. Да? И хочется еще, знаете, вот сказать, добавить от себя, да, что профориентация, она, ребята, не заканчивается вот подобными большими конкурсами, да, это у нас, вот наш факультет, он занимается этим ежедневно, поэтому
хочется вас, мне вот пользуясь случаем, пригласить. Вот я видела здесь очень много детей, которые участвовали в профиле юриспруденция, педагогика, сервис и так далее, да. У нас идут онлайн дни открытых дверей учебных подразделений Северо-Восточного федерального университета. Вот сейчас мне хочется вот вам сказать, как раз в эту пятницу у нас юридический факультет открывает двери свои, да, в онлайн-формате с 3 до 5. И так у нас каждую пятницу и субботу у нас до 12 февраля открыты колледжи наши университетские, институты и факультеты. И даже филиалы СВФУ, которые находятся и в Чукотке, и в городе Неринге, и в городе Мирном. Также хочется надеяться, что, Наталья Николаевна, у нас это сотрудничество продлится на долгие-долгие годы, да, и хочется даже вам пожелать, чтобы у вас сейчас возможность появилась охватить не только вот детишек, которые находятся в городе, да, можно даже, мне кажется, географическое положение вот участников расширить даже можно. А если будет, значит, расширение, то вы можете даже попасть в перечневые мероприятия, да, за которые даются дополнительные баллы. Ну вот хочется вам пожелать такого. Спасибо большое. Благодарим вас, уважаемая Ирина Васильевна. Проректор по стратегическому развитию научной, образовательной и творческой деятельности Арктического государственного института культуры и искусств Станислав Семенович Иванов поздравляет вас с завершением городского конкурса «Выбор проф. Якутск» и благодарит за активное участие. Слово предоставляется начальнику Центральной приемной комиссии Арктического государственного агротехнологического университета Павлине Егоровне Васильевой. Добрый день. Всех приветствуем, очередных участников 5-го городского конкурса «Выбор проф. Якутск». Арктический государственный агротехнологический университет является базовым аграрным вузом по подготовке специалистов нового формата для традиционных отраслей Севера и Арктики. Второй год мы являемся соорганизаторами конкурса по направлениям. В этом году наш вуз получил статус университета. Мы стали лучшим аграрным вузом на Дальнем Востоке и заняли 25 место в России. Среди 54 аграрных вузов, улучшив свои показатели на 27 позиций. Еще раз поздравляем всех победителей конкурса, благодарим всех за активное участие, призываем к участию в следующем году и при выборе профессии хорошо подумать и поступить в наш вуз. Также у нас профориентационная работа проводится ежегодно. Сохраненные эфиры, а также прямые эфиры по дням открытых дверей, по экскурсии, онлайн-экскурсии по вузу размещены на YouTube-канале «Вестник Арктического ГАТУ». Благодарю за внимание. Благодарим вас, уважаемая Павлина Егоровна. С приветственным словом от Якутского института водного транспорта, филиала Сибирского государственного университета водного транспорта выступает исполняющий обязанности директора Дмитрий Игоревич Павлов. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие участники 5-го городского дистанционного конкурса «Выбор проф. Якутск». Я поздравляю всех вас от лица профессорско-преподавательского состава нашего учебного заведения Якутского института водного транспорта с успешным завершением этого замечательного мероприятия. Конечно, хочется сказать отдельное спасибо организаторам за качественное сопровождение мероприятия абсолютно на всех этапах. Несмотря на все технические сложности и неудобства, которые вызваны дистанционной формой, благодаря слаженной работе организационного комитета, экспертов, тьюторов, ни один участник не остался без внимания.
каждый смог реализовать и представить свой проект на самом высоком уровне. В этом году наше учебное заведение принимает участие в качестве экспертов на этом конкурсе впервые. Мы представляли направления строительства, транспорт и электроэнергетика. Впечатления у моих коллег остались только положительные. Действительно, эта уникальная платформа позволяет объединить в своем содержании все особенности и формы огромного мира профессий и сфер трудовой деятельности. Я думаю, что участники получили бесценный опыт от совместной работы со специалистами по выполнению конкурсных заданий, который им пригодится в выборе своей будущей профессии и, конечно же, в становлении в качестве профессионала своего дела. Дорогие участники, я понимаю сейчас ваше волнение, вы ожидаете результаты экспертной комиссии по проделанной вашей деятельности, награждения. На самом деле каждый из вас уже стал победителем, потому что подготовка и участие в мероприятиях такого уровня требует от вас особой концентрации и напряжения сил. Именно эти усилия откроют для каждого из вас путь к новым вершинам и успеху. Ваши представленные проекты доказывают, что у нашего отечественного образования и других различных отраслей народного хозяйства есть будущее, что подрастает достойное поколение, которое придет на смену сегодняшним ученым и практикам. Я желаю всем вам дальнейших успехов, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте свою работу, всегда двигайтесь только вперед и покоряйте новые вершины. Пусть вам на пути всегда светит счастливая звезда. И я, конечно же, буду рад вас встретить в стенах нашего Якутского института водного транспорта уже в качестве абитуриентов. Нам нужны такие талантливые, интересные студенты. Мы будем рады вас видеть здесь. Спасибо, еще раз поздравляю. Благодарим вас, уважаемый Дмитрий Игоревич. День напряженной работы, выполнение конкурсных заданий, защита, волнение и вот настал долгожданный момент отметить лучших из лучших дипломами и медалями золотого, серебряного и бронзового достоинства. Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, направление педагогика. Третье место Ангелина Атакова, Кресл-Джайская средняя школа, Тамбовский область, 10 класс. Третье место Алексей Наговицын, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина, 8 класс. Третье место Амелия Ларионова, средняя общеобразовательная школа номер 16, 7 класс. Второе место Джульяна Местинова, Логинская средняя школа имени Кочнева, 11 класс. Второе место Дмитрий Траба, средняя общеобразовательная школа номер 27, 10 класс. Первое место Лейла Муцольдова, средняя общеобразовательная школа номер 20 имени Героя Советского Союза Федора Попова, 11 класс. Благодарственное письмо от Педагогического института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова за активный интерес к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья Алтана Шанарова, средняя общеобразовательная школа номер 7, 9 класс. Направление журналистика. Третье место Виктория Кычкина, Национальная политехническая школа номер 2, 9 класс. Третье место Ариадна Чабыкина, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина, 9 класс. Второе место Василий Артемьев, средняя общеобразовательная школа номер 18, 9 класс. Первое место Арина Питкевич, Восточно-Сибирский лицей, 9 класс. Специальный приз от приглашенного гостя кафедры журналистики филологического факультета Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова присуждается Василию Артемьеву, учащемуся 9 класса, средняя общеобразовательная школа номер 18. Направление реклама и связь с общественностью. Третье место
Алена Сыромятникова, средняя общеобразовательная школа номер 33 имени Колосовой, 8 класс. Второе место. Денис Василенко, средняя общеобразовательная школа номер 15, 10 класс. Второе место. Анна Иванова, видеолаборатория «Квартал» детского подросткового центра и средняя общеобразовательная школа номер 15, 10 класс. Первое место. Владимир Акреев и София Кузенина, Табагинская средняя общеобразовательная школа, 8 класс. Направление «Русская филология», возрастная группа 7 и 8 классы. Третье место. Юлиана Соловьева, средняя общеобразовательная школа номер 9, 8 класс. Второе место. Лилиана Феоктистова, средняя общеобразовательная школа номер 9 имени Кершенгольца, 8 класс. Первое место. Елизавета Мирзаян, средняя общеобразовательная школа номер 20 имени Героя Советского Союза Федора Попова, 7 класс. Направление «Русская филология», возрастная группа 9-11 классы. Третье место. Олеся Коваль, средняя общеобразовательная школа номер 27, 10 класс. Второе место. Лейла Мурсольгова, средняя общеобразовательная школа номер 20 имени Героя Советского Союза Федора Попова, 11 класс. Второе место. Эрчин Никифоров, Табагинская средняя общеобразовательная школа, 9 класс. Первое место. Денис Василенко, средняя общеобразовательная школа номер 15, 10 класс. Первое место. Ангелина Бодунова, средняя общеобразовательная школа номер 9 имени Кершенгольца, 9 класс. Направление «Туризм и краеведение», цифровая деятельность. Третье место. Вероника Ушканова, детский подростковый центр, 9 класс. Третье место. Ксения Канина, средняя общеобразовательная школа номер 20 имени Героя Советского Союза Федора Попова, 9 класс. Второе место. Вера Сикцева, детский подростковый центр, физико-технический лицей, 8 класс. Первое место. Аина Мартынова, средняя общеобразовательная школа номер 33 имени Колосовой, детский подростковый центр, 8 класс. Направление «Социальные технологии в сервисе». Третье место. Дарья Харитонова, Мархинская средняя общеобразовательная школа номер 1, детский подростковый центр, творческая мастерская искусница, 8 класс. Третье место. Роман Люйден, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина, 9 класс. Второе место. Алла Васильева, Маганская средняя общеобразовательная школа, 8 класс. Первое место. Владимир Лосевский, Табагинская средняя общеобразовательная школа, 10 класс. Направление «Физика». Третье место. Майя Гаврилева, средняя общеобразовательная школа номер 19, 9 класс. Второе место. Елена Соболева, детский подростковый центр, народный ансамбль «Аду», 11 класс. Первое место. Георгий Гаврилев, средняя общеобразовательная школа номер 13, 11 класс. Направление «История». Третье место. Аркадий Андросов, средняя общеобразовательная школа номер 33 имени Колосовой, 9 класс. Третье место. Ирина Суворова, средняя общеобразовательная школа номер 15, 7 класс. Второе место. Максим Горельский, средняя общеобразовательная школа номер 15, 7 класс. Первое место. Давид Толкачев, средняя общеобразовательная школа номер 20 имени Героя Советского Союза Федора Попова, 10 класс. Направление «Юриспруденция». Третье место. Алина Васильева, средняя общеобразовательная школа номер 9 имени Кершенгольца, 10 класс. Третье место. Анастасия Касьянова, средняя общеобразовательная школа номер 9 имени Кершенгольца, детский подростковый центр, 9 класс. Второе место. Виктор Кононов, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина, 9 класс. Второе место. Наталья Михайлова, средняя общеобразовательная школа номер 27, 11 класс. Первое место. Анастасия Иванова, средняя общеобразовательная школа номер 20 имени Героя Советского Союза Федора Попова, 10 класс. Арктический государственный агротехнологический университет. Направление охрана лесных и земельных ресурсов. Третье место. Мечия Дмитриева, средняя общеобразовательная школа номер 18, 7 класс.
Второе место. Нараяна Жепсаина, Якутская городская национальная гимназия, 8 класс. Первое место Артур Алексеев, средняя общеобразовательная школа, номер 21, 10 класс. Направление технология общественного питания. Третье место Нюргус Докторов, Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева, 10 класс. Третье место Степанида Аминова, Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева, 7 класс. Второе место. Ангелина Багдукумова, Национальная гимназия АИК Агата, 9 класс. Первое место Хатимат Барахоева, средняя общеобразовательная школа номер 20 имени Героя Советского Союза Федора Попова, 9 класс. Направление технологии переработки сельскохозяйственной продукции. Третье место Владилена Федосеева, Теринская агрошкола, Чурапчинский УЛУС, 9 класс. Второе место. Михаил Рязанский, Казанская школа, Чурапчинский УЛУС, 9 класс. Первое место Айкалина Заморщикова, Национальная гимназия АИК, это 11 класс. Направление разведения сельскохозяйственных животных. Третье место Иван Степанов, Хатарская школа имени Самсонова, 9 класс. Второе место. Айталина Адамова, Чекырская средняя общеобразовательная школа Минского УЛУСа, 10 класс. Первое место Даяна Трофимова, Хатарская средняя общеобразовательная школа, Чурапчинский УЛУС, 11 класс. Арктический государственный институт культуры и искусств. Направление живопись. Третье место Эрсан Гоголев, средняя общеобразовательная школа, номер 19. Третье место Светлана Симоненко, детский подростковый центр изо-студия «Радуга». Третье место София Габушева, средняя общеобразовательная школа, номер 13. Второе место. Евгений Харюзов, детский подростковый центр. Второе место. Дарья Григорьева, Саха-Корейская средняя общеобразовательная школа. Первое место Альберт Федоров, средняя общеобразовательная школа, номер 15, детский подростковый центр. Направление актерское мастерство. Возрастная группа 7-9 классы. Третье место Людмила Егорова, средняя общеобразовательная школа, номер 19. Третье место Миргуяна Слепцова, детский подростковый центр. Второе место. Николай Син, детский подростковый центр, физико-технический лицей. Первое место Анжела Васильева, детский подростковый центр. Ура! Направление актерское мастерство. Возрастная группа 10-11 классы. Третье место Ирина Наумова, Покровская школа, номер 4. Второе место. Валентина Макарова, средняя общеобразовательная школа, номер 27. Первое место Екатерина Архангельская, средняя общеобразовательная школа, номер 20 имени Героя Советского Союза Федора Попова. Первое место Галина Кардашевская, средняя общеобразовательная школа, номер 17. Направление информатика. Третье место Алина Дорошенко, средняя общеобразовательная школа, номер 21, 11 класс. Второе место. Владимир. Третье место Диана Шуренко, средняя общеобразовательная школа, номер 27, 11 класс. Второе место. Владимир Попов, средняя общеобразовательная школа, номер 5 имени Кривошапкина, 10 класс. Второе место. Василий Чиреев, средняя общеобразовательная школа, номер 5 имени Кривошапкина, 10 класс. Первое место Сергей Шарик, средняя общеобразовательная школа, номер 5 имени Кривошапкина, 10 класс. Направление вокал. Возрастная группа 7-9 классы. Третье место Игорь Недорезов, Покровская средняя общеобразовательная школа, номер 4, 7 класс. Второе место. Алина Иванова, средняя общеобразовательная школа, номер 25, 8 класс. Детский подростковый центр «Вокальная студия». Первое место Эрчин Никифоров, Тавагинская средняя общеобразовательная школа, 9 класс. Направление вокал. Возрастная группа 10-11 классы. Третье место Владислав Свирипов,
средняя общеобразовательная школа номер 24, детский подростковый центр, музыкальная студия «Радость», 10 класс. Второе место. Эльвира Новикова. Средняя общеобразовательная школа номер 35, детский подростковый центр, музыкальная студия «Радость», 11 класс. Второе место. Дарья Пазудинова. Тамагинская средняя общеобразовательная школа, 11 класс. Направление хореография. Третье место. Кристина Бурсова, детский подростковый центр, автобус «Радости», 10 класс. Третье место. Юлиана Ларева, средняя общеобразовательная школа номер 19, 10 класс. Третье место. Галина Кардашевская, средняя общеобразовательная школа номер 17, 10 класс. Второе место. Екатерина Малахаева. Детский подростковый центр, 10 класс. Второе место. Алина Петрова. Детский подростковый центр, автобус «Радости», 8 класс. Первое место Даяна Шарина, средняя общеобразовательная школа номер 27, 7 класс. Номинация от кафедры народной и художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств. Номинация «Лучшее воплощение сценического образа» Мария Осипова, детская школа искусств номер 1, Сахагимназия, 7 класс. Номинация «Творческий подход и оригинальные идеи в хореографии» Анастасия Алексеева. Маркитская средняя общеобразовательная школа номер 1, 9 класс. Номинация «Творческий подход и оригинальные идеи в хореографии» Луиза Михайлова, Маркитская средняя общеобразовательная школа номер 1, 9 класс. Номинация «Высокое исполнительское мастерство» Устинья Сыромятникова, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина, 9 класс. Номинация «Лучшая балетмейстерская работа» Даяна Шарина. Средняя общеобразовательная школа номер 27, 7 класс. Номинация «Открытие конкурса» Богдан Третьяк, средняя общеобразовательная школа номер 27, 8 класс. Гран-при от Арктического государственного института культуры и искусств Горохова Ангелина, Горохова Анжелика, Карнышева Дарья, Третьяк Богдан, Третьяк Василина, Яковлева Анастасия, средняя общеобразовательная школа номер 27, 8 класс. Направление фольклор. Возрастная группа 7-8 классы. Третье место. Милена Константинова, Сунтарская гимназия, 8 класс. Второе место. Владимир Антонов. Детский подростковый центр «Адум», 7 класс. Первое место Аисхан Яковлев, детский подростковый центр «Адум», 7 класс. Направление фольклор. Возрастная группа 9-11 классы. Третье место. Валерия Анисимова, детский подростковый центр Айсулустар, 10 класс. Второе место. Василина Борисова. Детский подростковый центр «Автобус радости», 9 класс. Первое место Виктория Варламова, Маркитская средняя общеобразовательная школа номер 1, детский подростковый центр, 9 . Союза Федора Попова, 10 класс. Марина Белоусова, Софья Ненатович, Давид Толкачев, Дарья Тринкина, Мила Гвадилина. Второе место. Екатерина Фазудинова, Тамагинская средняя общеобразовательная школа, 9 класс. Первое место Юлиан Максимов, детский подростковый центр, средняя общеобразовательная школа номер 15, 9 класс. Направление дизайн. Дизайн костюмов. Третье место. Милена Барабанова, детский подростковый центр, средняя общеобразовательная школа номер 7, 11 класс. Третье место. Александра Сулоева, Табагинская средняя общеобразовательная школа, 7 класс. Первое место. Третье место. Яна Горохова, детский подростковый центр, творческое объединение «Шьем сами», средняя общеобразовательная школа номер 7, 10 класс. Второе место. Маргарита Хлёсткина, Маганская средняя общеобразовательная школа, 9 класс. Первое место Анжелика Семенова, средняя общеобразовательная школа номер 5 имени Кривошапкина, 9 класс. Цифровой дизайн. Третье место. Артур Совцов, детский подростковый центр,
средняя общеобразовательная школа номер 13, 9 класс. Третье место Алина Акопян, средняя общеобразовательная школа номер 18, 9 класс. Второе место Лилиана Николаева, детский подростковый центр и студия «Радуга», 9 класс. Второе место Эльза Авакумова, Маркинская средняя общеобразовательная школа номер 1, 7 класс. Первое место Евгений Харизов, Тавагинская средняя общеобразовательная школа, 10 класс. Специальный приз от Arctic Fashion Show Алина Николаева, Мархинская средняя общеобразовательная школа номер 1, 8 класс. Направление «Музейное дело». Третье место Батон Уриманов, средняя общеобразовательная школа номер 27, 9 класс. Второе место Кира Иванова-Лакова, Якутская городская национальная гимназия, 7 класс. Первое место Артем Перфильев, Тавагинская средняя общеобразовательная школа, 7 класс. Номинации от кафедры библиотечной информационной деятельности и гуманитарных дисциплин Арктического государственного института культуры и искусств. Номинация «Семейный вклад в победу». Айсан Леонов, средняя общеобразовательная школа номер 21, 7 класс. Номинация «Советская повседневность». Роман Миридонов, средняя общеобразовательная школа номер 27, 9 класс. Номинация «Семейная история» Анжелина Васильева, Национальная гимназия АИКХТ, 8 класс. Якутский институт водного транспорта, филиал Сибирского государственного университета водного транспорта. Направление строительства. Второе место Алексей Сундуков, 9 класс. Чешская средняя общеобразовательная школа, Нижнеколымский район. Первое место Лия Иванова, Якутский городской лицей, 7 класс. Направление транспорт. Третье место Анна Румянцева, средняя общеобразовательная школа номер 18, 9 класс. Второе место Дарья Ситцева, средняя общеобразовательная школа номер 27, 10 класс. Первое место Павел Сучков, средняя общеобразовательная школа номер 20 имени Героя Советского Союза Федора Попова, 9 класс. Направление электроэнергетика. Третье место Дмитрий Сахадуллин, средняя общеобразовательная школа номер 18, 7 класс. Второе место Артем Парпильев, Тавагинская школа, 7 класс. Первое место Алина Савельева, Тавагинская школа, 8 класс. Поздравляем победителей конкурса и желаем вам крепкого здоровья, успехов в учебе и новых побед. Мы не прощаемся с вами. Мы говорим вам до скорой встречи на 6-м городском конкурсе «Выбор проф. Якутск». С вами были ведущие Илья Владимирович Николаев, Марина Ивановна Степановна, Валентина Эдуардовна Кузьмина и Вилия Владиславовна Лугинова. Вас поздравляет музыкальная студия «Радость», песня «Волшебство музыки». Barulara mustamil Еще раз поздравляем победителей. Дипломы и медали вы можете забрать по адресу Чернышевского, 8/1. Детский подростковый центр.